На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Нужны ли депутатам дополнительные цензы? Как повысить качество парламентариев страны? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола в Сухуми. Вечная память павшим. Возложение цветов у памятника российским миротворцам в день очередной годовщины ввода российского миротворческого контингента в Абхазию. Вышел в свет первый русско-абхазский физико-математический словарь. Наш репортаж в рубрике «Амш Ахтес». Начнем с официальной хроники. Президент Аслан Бжани осмотрел Ачамчирский морской порт. Президент проинспектировал погрузочный терминал порта, посетил заводы по переработке хамсы и производству сухих строительных смесей. С главой государства были спикер Лаша Ашуба, вице-премьер правительства Сергей Пустовалов, председатель СГБ Роберт Киут и глава администрации Ачамчирского района Беслан Мигвава. В Министерстве экономики России накануне обсудили обращение правительства Абхазии о снижении цен на нефтепродукты, поставляемые в республику. 20 июня в Москве в рамках своей командировки вице-премьер, министр экономики Кристина Азган встретилась с заместителем министра энергетики Российской Федерации Евгением Грабчаком, сообщает пресс-служба Минэкономики. На встрече обсудили вопросы реализации плана мероприятий по установке приборов учета и модернизации электросетевой инфраструктуры Абхазии. В Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялась рабочая встреча, на которой обсудили механизмы финансирования и реализации программы социально-экономического развития. В Минэке также обсудили обращение правительства Республики Абхазия о снижении цен на нефтепродукты, поставляемые в республику, и применение для нужд Республики Абхазия цен, аналогичных ценам в Российской Федерации. Порядок изменения механизмов ценообразования, выработка решения проблемы прорабатывается специалистами ведомств. Это трудоемкий процесс. К сожалению, он не может быть реализован так быстро, как это хотелось бы нам в Абхазии. Снижение цен может быть реализовано только при условии их компенсации. Наши российские коллеги достаточно осведомлены о социально-экономических сложностях в Абхазии и имеют представление о степени влияния цен на топливо на все основные сферы жизни граждан. В этой связи мы рассчитываем на поддержку с их стороны в решении этого вопроса, рассказала Кристина Азган в интервью Абснепресс по итогам поездки. В Минтрансе России также состоялось совещание по вопросам восстановления авиасообщения и пересечения абхазо-российской государственной границы. Внешняя политика. Россия настаивает на переносе заседания женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в более нейтральное место. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел России Андрея Руденко с председателями международных женевских дискуссий. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что приоритетом должно оставаться заключение соглашения о неприменении силы Тбилиси против Цхинвала и Сухума. Между тем, внутриполитическая ситуация в Грузии резко обострилась. В понедельник в центре Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников оппозиции. Поводом для новой волны внутриполитического противостояния стал отказ Еврокомиссии дать Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Протестующих поддержала президент Саломе Зурабишвили, выступившая с резкой критикой правительства и намекнувшая о возможности смены власти. Очевидно, что США и их союзники, недовольные политикой действующего руководства Грузии, которое отказалось выполнять требования Запада о присоединении к антироссийским санкциям, а также от предложения открыть второй фронт, теперь перешли к активным действиям по смене режима в Грузии. Если эти планы будут реализованы, то эскалация напряженности со стороны Грузии становится неизбежной, сообщает медиацентр МИД Абхазии. Новый митинг оппозиции назначен на 24 июня, день, когда Еврокомиссия примет окончательное решение по представлению Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. 21 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзенба с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийско-Арабской Республики Фейсалом Мигдад.
В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-сирийских отношений, а также перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества. Инал Арзамба пригласил Фейсала Мигдат посетить с визитом Республику Абхазия. Визит планируется на текущий год. Министры подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики. 20 июня в городе Каракас в посольстве Республики Гаити состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Венесуэле Заура Гваджава с чрезвычайным и полномочным послом Республики Гаити в Венесуэле Давидом Лесли. Главы дипломатических представительств обменялись мнениями по широкому кругу вопросов межгосударственного сотрудничества и обсудили перспективы налаживания двустороннего взаимодействия. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. В медиацентре МИД Абхазии 21 июня состоялось заседание рабочей группы Общественного совета МИД Республики по теме международного информационного позиционирования Абхазии. Референдум о присоединении Южной Осетии к России, указ о проведении которого подписал бывший президент и приостановил действующий президент Республики Алан Гаглоев, не был согласован с Москвой и нарушает пункты договора о российско-осетинском сотрудничестве, считают в администрации президента Южной Осетии. К такому выводу в аппарате южно-осетинского президента пришли после консультаций с коллегами из администрации президента России, сообщает News.ru. По результатам консультаций установлено, что объявленный указом президента Южной Осетии Бибиловым от 13 мая референдум был назначен без предварительной проработки и согласования данного вопроса с российской стороной, что противоречит обязательствам сторон по договору между Россией и Республикой Южная Осетия о союзнической интеграции, заявил глава администрации президента Южной Осетии Алан Джоев журналистам. Нужны ли депутатам дополнительные цензы? Как повысить качество парламентариев страны? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола под названием «Профессионализация депутатского корпуса». Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Юристы Абхазии». Модератором встречи стала старший преподаватель юридического факультета АГУ, судья арбитражного суда Кама Джинджолия. Докладчики – преподаватель кафедры теории истории государства и права Сочинского филиала Всероссийского государственного университета юстиции Тимур Берзения и преподаватель СОИ, судья Сухумского городского суда Зарина Габеева. Интересная дискуссия развернулась после основных докладов. В ней приняли участие депутаты нынешнего и прошлого созывов, юристы, преподаватели и адвокаты. У нас буквально завтра состоится сессия, да, и в первом чтении так, цензы, касающиеся образования, касающиеся возраста. У нас будут, а также еще будем рассматривать, связанные с вопросами наличия трудового стажа у кандидатов в депутаты. Вот. Завтра, я думаю, будет примерно понятно уже, в какую сторону смотрит и думает действующий созыв парламента, и в первом чтении мы либо одобрим, либо отклоним. Мы немножко путаем. У нас не палата лордов, я извиняюсь, а это народное собрание. И в народное собрание должны быть представлены все слои общества и те, кого избиратели считают нужным избрать туда. А не по принципу, что им надо предлагать, что вы можете избрать только вот из этой категории, а из другой категории нельзя. Мы этим просто вмешиваемся в право людей, которые хотят избрать того или иного гражданина, который будет представлять их. 25 лет по практике жизни мы знаем, что у нас в парламенте были, которым и старше 60-70, и те, которым не было 30. Хочу вам сказать, что КПД, как говорится, совершенно по возрасту не определяется. Мне вообще интересно, как ваш парламент вашего созыва будет голосовать, когда те же, которые там сидят, были избраны, я извиняюсь, которым не было 30. Но они, кстати, справились со своей работой прекрасно. А тем, которые было постарше, на мой взгляд, как говорится, оказались менее эффективными, скажем так. Сам ценз
по сути, да, какую-то функцию он выполнит в любом случае. Но я бы хотел говорить о цензе наряду еще и с другими системами. Например, разработать и утвердить систему и критерии оценки профпригодности, допустим, профессиональной, как сказать, эффективности госучреждений в целом и профессиональной эффективности отдельных чиновников тоже. И вот если в совокупности вот такие вещи как-то будут работать, вот, мне кажется, эффекта будет гораздо больше. А что вот все-таки побудительным мотивом явилось для того, чтобы вот этот вопрос родился? И у меня на этот счет один только ответ. Это моя личная точка зрения. Это ощущение неудовлетворенности качеством работы, той оценкой, которая слышна была в обществе. Может быть, вот к ушедшему парламенту эта ситуация в определенной степени достигла своего какого-то пика. Потому что, честно говоря, друзья мои, я с точки зрения вот этой вот профессионализации, я большой разницы между депутатским корпусом прошлого созыва, позапрошлого и вообще всеми созывами, которые у нас были, я большой разницы не вижу. Сколько депутатов, не достигших 30 лет, было в прошлом парламенте? И какую решающую или определяющую роль на результаты вот этой пятилетней деятельности парламента оказали эти, я их в статье назвал, да пусть они меня простят, недорослями. Ну, не доросли до 30 лет. Это был единственный 2 человека, по-моему. Один. Да. То есть, если считать арифметически, оставим даже, что этот человек стал спикером парламента, предположим, он не стал спикером парламента. Этот один человек, по логике инициаторов этой идеи, этот один человек породил такое чувство неудовлетворенности деятельностью вот этого созыва, что это вот вербализировалось вот в таком предложении, а не поднять ли нам возрастной ценз? Ну это же абсурд. Или, Батал Иванович, а сколько человек в вашем созыве было людей без высшего образования? Тоже, наверное, человека 2 от силы. Честно говоря, я думаю, что нет, по-моему, все совершенно. Да? Тогда пусть мне кто-нибудь объяснит, как это состыковывается вот с этим чувством неудовлетворенности или, скажем прямо, скорее отрицательной оценки деятельности парламента с этими, так сказать, новеллами, которые родились в недрах этого парламента. Какая взаимосвязь? Более того, этот депутатский созыв, прошедший, он оказался, на удивление, излишне эмоционален. Просто некоторым, на мой взгляд, я извиняюсь, если кого-то обижу, там некоторым просто не хватало чувства воспитания элементарно, поведенческих каких-то норм. Но это немножко из другой области. И эти люди отнюдь были не до 30-летнего возраста. Полную версию круглого стола смотрите в нашем эфире в среду вечером. В среду 22 июня состоится заседание сессии парламента. В повестку дня включено 15 вопросов. Депутатам, в частности, предстоит рассмотреть изменения, которые планируется внести в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания парламента республики, в законы об основах налоговой системы в Абхазии, об электроэнергетике, а также в ряд законодательных актов республики в части специальных систем налогообложения. Планируется ратифицировать протокол номер 3 о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Абхазии государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года. Будет также рассмотрен законопроект о публичных закупах. Депутаты заслушают годовой отчет Национального банка Республики за 2021 год. Вечная память павшим. 21 июня, в день очередной годовщины ввода российского миротворческого контингента в Абхазию, в Сухуми состоялось возложение цветов у памятника российским миротворцам. Почтить память погибших при исполнении службы миротворцев пришли руководство Министерства обороны Абхазии, представительства Россотрудничества, Народного собрания Республики МИДа и Общественной палаты. Подробности у Анастасии Никоновой.
21 июня в нашей республике отмечают 28-ю годовщину ввода российского миротворческого контингента в Абхазию. Ежегодно у памятника российским миротворцам проходит возложение цветов. Дата эта выбрана не случайно. 21 июня 1994 через год после завершения грузино-абхазской войны, на территорию Абхазии были введены миротворческие силы. Как отметил в интервью первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Свижба, главной их задачей было поддержание мира. И с этой целью они успешно справились. За время нахождения миротворцев и выполнения тех миротворческих задач, которые перед ними были поставлены, проявили себя с очень положительной стороны. К большому сожалению, 116 миротворцев, выполняя задачи, погибли. И большую роль, конечно, играли миротворцы за этот период времени нахождения до 2008 года. Хочу сказать, конечно, слова благодарности за этот период времени, да, что мужественный подход, решение тех задач по разъединению сил. Вот, мы с большой благодарностью вспоминаем многих наших друзей, миротворцев. И по сей день мы с ними поддерживаем определенные связи, бывшими командующими КСПМ. Мы здесь находимся для того, чтобы сегодня почтить память погибшим миротворцам за период выполнения миротворческой миссии в Абхазии. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, миротворцами выполнена большая работа по воспрепятствованию вооруженного столкновения и обеспечения мира на абхазской земле. Переоценить или недооценить вклад миротворцев в решение проблем – это очень сложно и очень трудно, потому что в условиях и вооруженного конфликта, и в условиях боевых действий, когда, скажем, эмоции у той и другой стороны захлестывают, то в этой ситуации очень важно, когда есть люди, которые готовы посмотреть на проблему, на эту ситуацию со стороны и готовы охладить пыл, потому что в конечном итоге мне кажется, что любая человеческая жизнь, какая бы она ни была, она очень важна. И в этой связи, конечно же, роль миротворцев, она очень огромная. Хочется и склонить голову перед ними, потому что это те люди, которые приходят со стороны, и при этом, при всем они жертвуют, и они в конечном итоге, конечно же, жертвуют своими жизнями. 21 июня в 20:00 у памятника российским миротворцам на набережной столицы состоится акция «Свеча памяти», в которой может принять участие любой желающий. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Абазатова. В дополнение топливной темы, в формате предварительных слушаний по вопросу формирования цен на нефтепродукты, действующие на территории Республики Абхазия в данное время, в парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В заседании, которое провел председатель комитета Резу Зантария, принял участие спикер Лаша Ашуба, его заместители Фазлиби Авицбас, Тамур Аршба, Ашот Минасян и большинство депутатов. На заседание комитета были приглашены генеральный директор государственной компании «Абхазтоп» Рамаз Джопо и его заместитель Виталий Корсанти. Они ответили на многочисленные вопросы депутатов, в том числе о том, что в целом происходит на топливном рынке, с чем связан рост цен, как происходит формирование стоимости бензина в республике, как, по их мнению, можно изменить сегодняшнюю крайне острую ситуацию. В ходе обсуждения участники заседания уделили отдельное внимание вопросам контроля над ценообразованием и возможности внесения изменений в действующее законодательство. Выразив намерение принятия незамедлительных решений по вопросу регулирования цен на нефтепродукты и выслушав представителей госкомпании «Абхазтоп», депутаты пришли к мнению о необходимости безотлагательной встречи с министром экономики Республики Кристиной Азган. Печальные вести. 20 июня после тяжелой продолжительной болезни на 47-м году жизни скончался главврач Республиканской детской больницы Игорь Язбеевич Джопо. Игорь Джопо 23 года проработал во благо детского населения республики и сохранил жизни многим пациентам. Министерство здравоохранения и медицинская общественность глубоко опечалены известием о его смерти и выражают искренние соболезнования родным и близким врача. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в траурном сообщении Минздрава.
Дирекция и коллектив Абхазского государственного музея выражают соболезнования в связи с кончиной старшего научного сотрудника отдела археологии Абхазского государственного музея, кандидата исторических наук, специалиста по античной и средневековой истории Абхазии Валентина Нюшкова. Валентин Александрович, автор более 30 научных публикаций, являлся участником многих международных научных конференций и форумов как в Абхазии, так и за ее пределами. Память о Валентине Нюшкове навсегда останется в наших сердцах, говорится в траурном адресе Абхазского государственного музея. Продолжаем выпуск. Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в селах Кадорского ущелья, рассказал «Спутник», руководитель ветеринарной службы Абхазии Роман Джопо. По его словам, от болезни уже пострадали не менее 100 голов. Единичные случаи наблюдаются и в селах Ачимчирского района. Джопо подчеркнул, что чума свиней в Абхазии наблюдается не впервые. Это не новость для нас. Мы не одобряем свиноводство в Абхазии, но в то же время запрещать не можем, сказал он. Для изучения ситуации в Кадорское ущелье отправились специалисты ветеринарной службы. С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час. То есть у кого стоят счетчики и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы, 70 копеек за киловатт-час. За все, что выше социальной нормы, 90 копеек. Черноморэнерго рекомендует своим абонентам вовремя позаботиться о задолженностях, потому что далее сумма будет пересмотрена, а ввиду того, что не представляется возможным установить, когда было то или иное потребление после 1 июля, суммы задолженности будут рассчитываться по новому тарифу. Наука. Международный образовательный проект «Учитель года» во второй раз пройдет в Абхазии этим летом, сообщил журналистам министр просвещения республики Инал Габлия. Летняя школа для учителей будет организована в Гагре. В проекте примут участие приглашенные учителя, победители конкурса «Учитель года» из России, которые поделятся своим опытом с абхазскими коллегами. Школа «Учитель года» — это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов «Учитель года» разных лет, проводится во время летних и зимних школьных каникул для широкого обмена опытом педагогической общественности. Севастопольский госуниверситет открывает двери для абитуриентов из Абхазии. В Московском культурно-деловом центре Дом Москвы в Сухуме с 22 по 24 июня впервые пройдут дни Севастопольского государственного университета, сообщает пресс-служба МКДЦ. 22 числа в 12:00 пройдет открытие выставки презентации университета, на которой будущих студентов и их родителей познакомят с уже действующими в Абхазии прикладными проектами. После презентации сотрудники ответят лично на все вопросы абитуриентов. 23 и 24 июня с 10 до 17:00 выпускники смогут дистанционно подать документы в Севастопольский государственный университет на любую понравившуюся им специальность. Сотрудники университета окажут информационную поддержку при регистрации и подаче документов в личном кабинете абитуриента прямо на месте. Вышел в свет первый русско-абхазский физико-математический словарь. Он состоит из 341 страницы. Издание словаря диктуется необходимостью развития соответствующей терминологии при составлении учебников на абхазском языке по физике и математике. Словарь может быть использован как в средней школе, так и в высших учебных заведениях. Автор издания – кандидат инженерно-технических наук Александр Чамагуа. Подробности смотрите в репортаже Фаины Матто в нашей традиционной рубрике «Амш Ахтес». Московскому детскому ансамблю «Амцепс» под руководством хореографа Лаши Марухба в этом году исполняется 5 лет. Детский хореографический коллектив был создан в конце 2012-го при поддержке московской абхазской диаспоры. С 2014 года активно принимает участие в различных международных фестивалях и концертах. Сегодня в ансамбле занимаются до 70 детей. Все они московские школьники. Помимо абхазов в ансамбле танцуют армяне, азербайджанцы, дагестанцы, русские, ингуши. В репертуаре юных артистов абхазские танцы и танцы народов Кавказа. Есть номера с кавказскими барабанами. В марте этого года при ансамбле открылась и студия по изучению абхазского языка. 28 мая в Москве в концертном зале Music Hall состоялся юбилейный концерт ансамбля.
Юбилейный концерт ансамбля «Амцаб» смотрите в нашем субботнем эфире. Премьера фильма «Детство Чика», созданного по рассказам Фазиля Искандера, режиссера Аслана Галазова, состоится 26 июня в Москве в Центральном доме кинематографистов. Кинокомпания «Владикавказская экспериментальная киностудия», автор сценария и продюсер Аслан Галазов. В ролях Давид Сулуки, Батрас Засеев, Милана Ломи, Алхас Шамба, Артур Хатагов, Ирина Когония. 22 июня в 19 часов в Абхазской государственной филармонии состоится сольный концерт студента 4-го курса Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба Адама Габеля, фортепиано, с участием Марии Милии Терзян-Хагба, скрипка, в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики под управлением главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Государственного симфонического оркестра Республики Адыгея. 23 июня в Государственном концертном зале Пицунского храма состоится концерт Государственного симфонического оркестра Государственной филармонии Республики Адыгея, посвященный столетию со дня образования Адыгеи. Художественный руководитель оркестра, заслуженный артист Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской республики Петр Тимирканов, главный дирижер, заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров. В концерте принимает участие заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия. Начало в 17:00. Сейчас о погоде в Абхазии. В среду, 22 июня, в республике переменная облачность, временами дождь разной интенсивности. Местами возможен град. Температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 20 до 25 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.